Согласно данным, объявленным Китаем о рабском труде уйгуров в Восточном Туркестане, был побит рекорд внешней торговли за последние 10 лет. Синьцзян Джибао, официальная пропагандистская СМИ регионального правительства, сообщила на пресс-конференции, проведенной информационным бюро Народного правительства Уйгурского автономного района, что общая стоимость внешнеторгового импорта и экспорта в первом полугодии достигла почти 150 миллиардов юаней. Рост составил 65,2% в годовом исчислении, а темпы роста импорта и экспорта были на 63% пункта выше, чем темпы роста в стране. Общая стоимость внешней торговли Уйгурского автономного района достигла нового пика за тот же период десятилетия. Известно, что китайский режим активно использует международные социальные сети в пропагандистских целях для улучшения своего спорного имиджа среди стран мира. Настолько, что пытается обмануть общество, организуя международный танцевальный фестиваль в Восточном Туркестане, где Китай обвиняют в систематическом геноциде. Согласно сообщению китайского пропагандистского агентства Синьхуа, в зале народных собраний в Урумчи состоялся 6-й китайский международный Синьцзянский национальный танцевальный фестиваль. Согласно информации, мероприятие, которое организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Синьцзяна в Восточном Туркестане, Центрального разведывательного управления Китая и Синьцзянского народного правительства, проходит с 20 июля по 5 августа под девизом «Давайте потанцуем на маршруте «Один пояс, один путь» и встретимся в прекрасном Синьцзяне». Преступления против человечности и убийства на основе этнического геноцида, совершенные над уйгурами и казахами, проживающими в Восточном Туркестане под оккупацией администрации КПК, продолжают оставаться на повестке дня. Согласно сообщению китайского международного радио, которое в последние дни проводило китайскую пропаганду в Турции при ЦК КПК, турецкие журналисты, которые были доставлены в Восточный Туркестан в качестве гостей Китая, рассказали о своих впечатлениях китайскому радио после визита в китайский кукольный театр. В МИД Туркменистана заявили, что никаких политических, экономических или финансовых факторов, препятствующих строительству транскаспийского газопровода, нет. Министерство сделало заявление на своем сайте в связи с комментариями в международной прессе о возможностях реализации проекта поставок туркменского природного газа на Запад. Ожидается, что Китай и Россия проведут совместное морское и воздушное патрулирование в Тихом океане после завершения вчерашних 4-дневных совместных учений в Японском море. По данным Global Times, Китай и Россия планируют начать совместное морское и воздушное патрулирование после окончания совместных учений. После введения Японией ограничений на экспорт материалов, используемых в производстве чипов, Китай, власти Пекина призвали Японию не нарушать индустрию чипов. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин сожалеет об ограничениях, введенных Японией, и что он крайне обеспокоен этим решением.